Короче, скосил я этот участок, и смотрите, какую картину я увидел. Во. В будке муравейник. Вот такая фигня, короче, получилась тут. Целая будка муравьев. И делает там муравейник. Короче, я не знаю, что делать. Как-то, наверное, придется все оттуда удалить, этот муравейник. Как по-другому? Здесь должна быть будка собачья, а не муравейник. Блин. Додумались же. Раньше вон там муравейник был. Перешли, видимо, сюда. Вот засада, блин. Это, ребята, похоже на то, как в жизни. Там бывает новостройка, по несколько раз квартиры продают. В новостях там показывают. То же самое вам. Но эта будка уже занята. И нашей вины тут нету. Лес большой, тага большая. Пускай там делают, что хотят. Но эта будка сделана для собак. Гуляйте, Вася. Вот смотрите, сколько уже за 2 месяца или 3 месяца прошло. Натаскали вот сюда этих иголок от елок, от сосны, еще какие-то мусор. Фу, запах-то. Айда, давай заходи. Выгоняй. Это твоя хата. Да. Фу. Ну вот. Основное удалили. Надеюсь, уйдет потом. Сперва там было муравейник возле бани. Потом перешли возле костра они были. Сейчас потом перешли вот куда-то вон там. И снова новое место нашли, блин. Фу, ну и запашок. Лечебный запах. Запах, я не знаю, там такой острый, аж прям воняет. Костер разгорелось. Все, наверное, чайник быстрее закипит. Так, температура градус. Ровно 30 градусов. 30 градусов. 27 сейчас было, сейчас до 30 поднялось. Вот так тепло сегодня. Конечно, в тени, наверное, где-то 25, но 30 не помню. Так, костер немножко дымит еще. Но это ничего страшного там. Так. Потушил на всякий пожарный. Короче, мы пообедали. Ну как пообедали уже, не понимаю, обед или ужин. До темна еще осталось пару часов. И решили еще сходить на речку. Вверх по течению съездим и будем сплавляться, рыбачить. Не знаю, что-то наловим или нет. Ну, пока один хариус и один окунь у нас в копилке. Ровно, уже поясно. О, красная смородина. Все и вот это. Витамины. Не с ведра бачите.
Так, бушлат оставляем. А это пусть купается тоже. Фу. Так. Поедем выше по течению. Фу. Очередной хариус, ребята. Вот такой хариус сейчас поймали. Где-то поднялись 3 километра вверх по течению. И сплавляемся где-то полкилометра, наверное, уже сплавляемся. И первый хариус попался. Вообще мелководье. И я не знаю почему. Даже всплесков нету. Рыба неактивно не берет. Или может и нету. Хрен его знает, что и думать. Только вот один экземплярчик такой попался. Да не, ну как бы видел, как подходил. Сейчас тоже я закинул, у меня другая блесна, может на другую блесну. Попался. Ну да. Долго игрался, но ну, нормально. Тоже рыба. Тоже рыба хариус. Hayda en bak. Hayda. Hosbaj. En bak. Hayda. Сиди там. Все время хочет все время хочет на лодку сесть. А мы не выпускаем, потому что мы сплавляемся, а она потихоньку тоже по берегу идет. Лень, видимо, ей. И вон возле глаз там. Да. Кровище или я не знаю, что там. Но искусали очень много комары. Ну, один попадет и все. Ну да. Один попадает и уходит. Но основная рыба сейчас на ручьях. На ручьях, где вот холодная вода. И как начнет желтеть вот листья, они начнут сплавляться, в общем. Вот такие речки. И осенью уже на ямах некоторые остаются, некоторые вообще выходят из этой реки дальше. Ладно, дальше поедем. Что-то там одна рыбина и больше поклевок не было. Эмна? Значит, ну, сейчас я с червями, может, закинул простую удочку, может, попадет. В общем, продолжаем рыбачить. Вон сколько мошкары. Надеюсь, видно? Вот видно. Думал, уже на дворе осень, там нету такого комаров. Но мошкара сейчас август, сезон мошки. Ну, он хитрая рыба там остался. Подходит очередной хариус, но не хочет. Он попался наконец. Давай, купи. Мясо когда был. Вот и нормально. Лезь, муаз. Вот это уже более-менее. Давай сюда. Он на тройничок хорошо взял. Иван как быстро падают. Выплевывает, как-то умудряется выплевывать. Хороший хариузок. До моей избы вот такой переход, с камушками, она только один встречается, это выше избы. Такой перекатик, где-то метров 200. И не глубоко тут, наверное, сантиметров 70 от силы. И камень, дно каменистое вообще. Можно булыжники тоже, вон там лежат такие булыжники вот здесь. И моторка бьется тоже об эти булыжники. Вот так вот.
Ну вот здесь только одна штучка попалась, и все. Сейчас еще ниже спустимся, может там удастся еще что-нибудь поймать. На сегодня рыбалку закончили. Вот так мы оставили вещи на ночь. Надеюсь, дождя не будет. И еще пилу здесь оставим и сачок. Так, топор тоже оставляем. Там он нам не нужен. Надеюсь, не понадобится. Ой, выдраса. Где-то мы рыбачили, наверное, 3 километра спиннингом кидали, и 10 хариусов даже не набралось. Вообще рыба не берет. Дальше уже выше не поднимали. И там заторы уже начинаются большие. Так. Вот. Фу, блин. Все. Вечереет. Сейчас на избу пойдем, будем варить. Также ужин варить. Печку затопим и будем отдыхать. Завтра еще нам целый день рыбачить. По пути будем спускаться, рыбачить и возвращаться домой. Кругом следы, блин. Кругом натоптано. Топтуни ходять. Топтыгины. Наконец-то в избе затопил печку. Сейчас, надеюсь, пойдет тяга. Неохотно загорается. Разгорается или загорается? Разгорается. Неохотно разгорается. Он, блин, в избу выходит. Тяга стыковать сейчас. Такой гул. Слышим такой гул комаров. Сотни штук тут собралось, а? Да, сейчас тебя надо тоже накормить. Вроде я лестницу тут не оставлял. Не помню. Не помню. Тяги совсем нету. Пришлось здесь, бересту вот зажег и держу так. Ну сейчас тяга будет потом. Все вроде как потянуло. Вот так вот. Тут. Блин. Вот здесь. Потом здесь затоплен должно. Тяга пойдет. Он не денется. Вот так вот. Трудно закроем. Аккуратно. Вот и все дела. Петечный саз. Труба должен это ты когда.
трещит. Но весь дым, вся избушка в дыму. Ну, пошла тяга, значит. Наконец-то разгорелась костер. Сейчас посолил я рыбу в этом ведре. А, нет, обманываю, это ведро пустое. Ну да, а вон там я засолил рыбу. Так, сейчас будем варить ужин. Ничего не успеваю. Вот этот денек сегодня. Вообще день пролетел. День пролетел, я не знаю как бешеной скоростью. Ничего не успеваю. Сейчас уже вечер, солнце село практически. Сейчас начнет темнеть. Сейчас ночи уже темные, как и в южных районах. Белые ночи закончились у нас. На скорую руку быстро приготовим ужин. Поужинаем и будем отдыхать. Немножко подустали тоже. На один день приехали. На один день. И много снимать как-то не получается. Потому что все время в делах. Что-то там делаем туда-сюда. Айда тоже подустала, вон лежит. И муравейник, блин, целая будка муравьев. Надо выгнать как-то, ошпарить, может, горячей водой, или я не знаю. Сейчас сходим еще посмотрим, как там вторая будка у нас. Вторая будка. О, брусника тоже тут. Брусника поспевает. Брусники, как я вижу, более-менее есть. Ну, не так много тоже, но можно набрать. Будка стоит, как и оставляли, так же и стоит. Хотел сегодня что-то тоже перетаскать, но передумал, пока ничего делать не буду, пускай здесь лежит, стоит. А там уже осенью, когда приедем, нормально будем работать, не спеша. Все дела тогда сделаем на 10 дней минимум, тоже приедем на промысел осенний. Сегодня, когда поднимались на лодку, очень много уток тоже видели. Ну, стрелять как-то. У меня ружье даже я из чехла не вынимал. Очень много следов медвежьих. Медведи бродят только в путь. Очень очень много следов было. И поэтому я и ружье взял. Так-то на рыбалку ружье, только мешает, блин. Все время там вода попадает там или еще. Но ради безопасности я сейчас уже начинаю таскать ружье. Кто их знает, таких медведей. Но все равно хоть не нападут, а встретишь, а с ружьем как-то легче на душе. Так что будем брать ружье обязательно. Но весной еще как-то без ружья, когда охота закрыта, неинтересно с ружьем ходить. Вот так. Как в Сибири у нас начинает там очень много зверей появляется. Тут тоже надо скосить. До темна, может, если надумаю, может, еще скосим тут, если нет, так осенью тоже все это сделаем. Как разгорелось. Нормально. Сейчас макароны по-флотски сделаем. Хотел уху сварить, что-то я передумал, ребят. Все на скорую руку быстро сделаю и все. Картошку завтра будем что-нибудь с утра я приготовлю из картошки. Может так сварим, может суп по-быстрому тоже сварить. Все можно, все успеем с утра. Пораньше встать, нормально позавтракать и двинем обратно домой. Этот поход чисто для рыбалки приехали. Не поохотиться, не
Не работать, ничего, просто порыбачить. Хорошо. Что-то долго тоже не загорелось костер. Айда. Айда в походе сейчас. Да? Ничего не лаяло сегодня. Тихо вела себя, значит, опасности в принципе не было. На, хрипит там, блин. А, чего? Чего хрипишь? Айда. Чего хрипишь? Тулан нервничал, когда с утра мы уходили, лаял там. Но у него сейчас подряд 2 похода было, а Айда дома сидела. А причина в том была, ребята, из подписчиков спрашивают, почему не беру я Айду. А Айда, вот когда я УАЗик завожу УАЗик, подъезжаю, чтобы загрузиться. Айда уже слышит УАЗик, и она боится шума УАЗика. Я подхожу к Валеру, она прячется в будку. Вообще не видно ее. А насильно из будки я ее не вытаскиваю. И захочет, выйдет, поедет. Не хочет, пусть прячется, лежит в будке. Так она пропустила 2 похода. Из-за того, что она боится шума УАЗика. А если, вот скажем, мы в походе на УАЗике, бывает там, когда я ее сажаю с утра, на УАЗик, погуляет, а обратно уже она сама садится. Не боится того, что шума. Просто она сядет, и, за целый день так устает, чтобы быстрее сесть на УАЗик и поехать домой. Вот такие дела. Так что нет у меня таких любимчиков, можно сказать. Я обеих собак люблю. Вот так вот. Следующий поход будет уже, может, будет с Туланом или вместе с Айдой, может, отдельно. Не могу точно сказать, потому что сейчас у Айды начнется отечка, и вместе с Туланом я таскать, наверное, не буду. Надо переждать это время. И не хочу я в эту осень, чтобы она гуляла с кобылями. Потому что во время охоты она становится беременной и более ленивой она становится. Вот такие планы вообще у меня. Вот так, сейчас еще 2 этих рябчика свистели. 2 рябчика. Не знаю, там молодые или старые. Но 2 штуки было их. Пересвистывались они между собой. И про рыбалку еще сегодня всю рыбалку я не мог заснять, потому что поклевки редкие были, но потом попадались, и у меня камера не включенная была, или еще какая-то причина. В общем, общая сложность рыбалки у нас 10 штук, наверное, не набралось, где-то 9 хариусов средних размеров. Не большие, не крупные и не мелкие, средние размеры. И еще дополнительно у меня сын поймал одну щучку, где-то сантиметров 45, наверное, на блесну попался он. Вот так вот. И с утра окуня поймал я, окунь. Это получается 11 рыба. И 11. 11 штук, и в общей сложности получилось 9 хариусов, наверное, 1 окунь и 1 щука. Вот так. У меня все закипает. Сейчас буду варить ужин. Будем ужинать. Ну-ка, Мария, достали ужин. Надеюсь, видно на камерах. И вроде сейчас уже чуть-чуть прохладновато, но они еще достают. Вот такие дела.
чай закипел, уже макароны на подходе. Закинули туда колбасу. И дома избушка, там яйца, лук, все еще в ход пойдут. Вот и все дела. На растительном масле так немножко поджарим. И вообще класс будет. Ну и жарище тут. Вот так вот. Самое то вообще. Быстрый ужин. В каждом походе каждый человек так готовит. Вот так вот. Шеда. Сперва тебя накормим, потом сами покушаем. Да. Ох, проголодалась тоже. Угу. Андрей. Вот так. Чай. Любит прятать хлеба. Сейчас захотела покушать. Так, сейчас сами потом поужинаем. Поужинали. Айда у нас под нарами. Что-то резкости. Ой, резкость какая-то. Для темно, из-за этого такая резкость. Айда. У Айда опять перекус такой небольшой. Айда. Пусть здесь будет ночевать тоже под нарами лучше, чем на улице с комарами. Здесь намного комфортнее будет чувствовать себя. Вот так. Любит это место. Что осенью, что сейчас. Такой светильник у нас. Объектив, я смотрю, в пыли или в грязи что-то. Видно, что какие-то точки. Сейчас чаек тоже попьем и уже будем ложиться спать. Вот так вот. Коротаем вечера. Первый вечер, первая ночь. Сейчас будем отдыхать. Завтра посмотрим, что будет. Сейчас температура интересна. Так, 10 градусов. 10 градусов на улице. Ну, думаю, 7 градусов ночью будет или 5. Не больше. Безоблачно. Чуть-чуть, может, прохладно даже будет. Вот так. Ну ладно, все. Будем отдыхать. Больше уже сегодня добавлять нечего. Встретимся завтра.